Я хотел сегодня поговорить о русском фашизме. Хотя фашизм как явление, оно интернациональное и не имеет привязки никакой нации или этносу, но в любом случае то, что сейчас происходит в России и их взаимоотношения, то, что она как влияет на Украину, это и есть все проявление русского фашизма. Русский фашизм зародился не сегодня, она имеет более древние корни. И вообще это и самодержавие в свое время помогло сформироваться вот именно этому явлению. Но большую роль в восстановлении русского фашизма, конечно, сыграл коммунисты во главе с Сталиным. Именно Сталин, да, видел в Гитлера первого союзника против западной демократии, против прав человека, и именно так называемых, как хотел, чтобы был большой союз между фашистами и коммунистами против мировой буржуазии. Именно Сталин, да, придумал такие как явления, которые распространены в фашизме, концентрационные лагеря и тому подобное. Но самое главное то, что фашизм, что оно говорит? Фашизм говорит о превосходстве одной общности над другой. И именно тогда общность советская говорили, что мы советские, мы лучшие, мы поэтому должны стать. После развала Советского Союза именно Путин взял за основу вот эти элементы общественного сознания для того и начал его продвигать. И поэтому почему я называю это явление русским фашизмом, потому что появилось такое понятие, как русский мир. Если, например, немецкий фашизм основывался на Третьем рейхе, да, то русский фашизм основывается на русском мире, когда говорится о том, что мы будем защищать якобы всех русскоговорящих, да, людей, вне зависимости от того, и что сейчас проводят они на Украине. Это явление очень серьезное на самом деле. Почему? Потому что, если так посмотреть, что в чем свойство фашизма? Это прежде всего игнорирование мнения другого человека или общества и вообще их интересов. Россия сейчас смотрит на Украину не как на самостийную, да, республику. Она до сих пор смотрит как на свою колонию, как на свою окраину. И поэтому она даже не может представить себе, чтобы эти, как так называемые, как они называют, хохлы, да, короче, посмели говорить о независимости и посмели пойти в Европу. Именно это побудило такое общественное движение в России, в которое спровоцировало прямую агрессию России на Украину, в Украину. Ведь на самом деле же, да, фюреры приходят и уходят. Дело здесь не в Путине. Путин, да, конечно же, он генерирует вот эти вот мировоззренческие основы, которые есть. Но то, что совок, то, что мы говорим, это совок, это и фашизм, это и есть почти одно и то же. Без осуждения, вот, например, если немецкий фашизм, можно закрыть историю немецкого фашизма Нюрнбергским процессом, да, то русский фашизм, да, он расцветает. Именно отсутствие суда над коммунистами, которые истребили намного больше людей, чем, да, немецкие фашисты, привело к тому, что сейчас они собираются и дальше идти, и дальше убивать. И поэтому необходимо прежде всего остановить Россию, агрессию России в Украине, это прежде всего. И не просто в Украине, а во всех постсоветских государствах, потому что именно они пытаются через этот русский вопрос не защищать русских, а защищать именно свои фашистские интересы.